я начал этим заниматься? Я вообще занимался мультипликацией, создавал различные анимационные проекты, и пришла в голову идея об этом рассказать, об истории зарождения анимации. У нас в России эта история вообще мало известна. Ну, я думаю, вот эти вот игрушки, которые здесь представлены, вряд ли вы их когда-либо до этого видели, а в Европе они хорошо известны. Там есть несколько хороших музеев на эту тему. Я хочу открыть такой музей в России, и первый музей хочу сделать в Казани. Вот у нас есть богатая историческая коллекция, которую мы собираем с 2013 года. У нас есть большой опыт в создании интерактивных экспонатов, здесь вот часть из них представлена. И до этого мы делали множество выставок, сейчас ищем постоянное помещение, чтобы уже создать большой красивый музей. А как вообще Пресинема, это такой термин, который обозначает весь набор оптических, анимационных игрушек, изобретений, которые предварили создание кинематографа. Вот. И оно как бы вроде бы очевидно, когда человек слышит слово «пресинема», вроде бы понятно, что оно обозначает что-то, что было до кино. Главное, может быть, миссия, этого никто еще в России не делал, и нам хочется это сделать. И кроме того, в Казани не так много интересных современных музеев, то есть они сейчас там появляются, но все-таки пока что у нас музеи в основном витрины, просто ходить смотреть. А нам хочется сделать музей интерактивный, где ты приходишь, и все, до чего ты можешь дотянуться, ты можешь потрогать, покрутить, посмотреть различные анимации, и мне кажется, это будет интересно, это Казани нужно. А как реагируют, например, те, кто посещает ваши музеи? Все в восторге, причем не только дети, взрослые тоже никогда ранее не видели такие приборы. Всем нравится идея, что можно что-то раскрутить, посмотреть куда-то в дырочку и что-то там увидеть интересное.